Первые призывники Ленского района отправились служить. Согласно закону, призыву подлежат 18-летние юноши. Врачебные комиссии начинают работать еще в феврале. А месяц май традиционный для проводов в армию. Тему продолжит Елена Парыгина. У Ленского военкомата раз в неделю сразу после майских праздников оживленно. Несмотря на непогоду, родственники и друзья призывников, кажется, волнуются больше последних, а те, напротив, кажутся слишком радостными. Впереди год другой жизни, известный им только по рассказам уже отслуживших товарищей. Из Ленска новобранцы вылетают в Якутск, где повторно пройдут медосвидетельствование, а дальше распределятся по разным военным частям. Для ленчан это в основном гарнизоны Дальневосточного федерального округа. Сильные чувства испытываю. В армию все-таки ухожу, как бы все тут родственники стоят, смотрят за нас, волнуются. Мы там служить пойдем в армию, там надо сходить в армию. Всем советую, парни, надо. Моряки хочу, по морям плавать. Но все-таки я думаю, что каждый человек должен служить своей родине. Это долг, как-никак. Каждый мужчина должен пройти школу жизни. Я так считаю. Ленские призывники, судя по отзывам командиров, что приходят в военкомат, одни из лучших. Хорошая физическая форма и моральная устойчивость отмечаются. Ребята все хорошие, добрые, отзывчивые. И ни разу не было сказано от военкомата, что кто-то бы с Ленского района вел себя каким-то неполагающим образом. Ребята все молодцы. И если всего несколько лет назад в Ленском районе констатировали недобор по плану призыва, то сейчас ребята сами приходят с просьбами взять их на службу. Сегодня понятие «служу Отечеству» имеет особый смысл. Патриотическое движение возрождается в самых лучших своих качествах. Гордость за Родину и просто любовь к родной земле. Елена Парыгина, Виталий Андреев, телеканал «Алмазный край».